Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24. В студии Александра Туры и коротко о главных темах этого выпуска. В сельхозкооперативе «Оргадой» наладят выпуск крупяных изделий. В Кызыле состоялась историческая реконструкция проводов тувинских добровольцев. В Тувинском государственном университете прозвенел последний звонок. В молодежном сквере прошла квест-игра для студентов Тувы. В Улугхемском сельскохозяйственном кооперативе «Оргадой», известным производством Тыва-Долгана, уже в июле смогут наладить выпуск крупяных изделий. Усилия для этого прилагаются немалые, как самими сельхозпроизводителями, так и правительством республики. О ходе весенних работ в хозяйстве и планах на будущее расскажет Мадыр Сандан. Эти поля возле села Иштихем не обрабатывались более 30 лет. При поддержке Минсельхоза России по проекту культуртехнических работ сельхозкооператив «Оргадой» начал весеннюю пахоту с 16 мая. Общий план посева в этом году 1200 гектаров. Из них под пшеницу подготовят 250 га, столько же засеют ячменем. Для зернового и кормового овса распашут по 300 гектаров и 100 гектаров для посева гречихи. Раз на раз не приходится, в этом году нам подарит хорошую погоду. Так-то весна, так-то в этом году только чуть-чуть попозже наступает. Влажность земли, вот это нормально все это. И снега много было в этом году, этой зимой. Вот так надеемся на хороший урожай. Сельхозкооператив «Оргадой» существует 17 лет. Выращиванием зерна занимается 8-й год. Благодаря господдержке материальная база улучшается, опыт накоплен немалый, а главное, есть желание наращивать объемы. Вот и сейчас в хозяйстве живут мыслями о будущем крупяном цехе, приобретение которого стало возможным в рамках индивидуальной программы развития республики. В прошлом году по поддержке правительства Министерство сельского хозяйства получили 11 миллионов рублей на приобретение крупцеха. В данном хозяйстве сейчас планируем произвести разные виды круп. Глава сейчас определяет поднимать именно переработку. Получается, данное хозяйство является одним из тех хозяйств, которые будут выполнять задачу. Выпускать планируется 5 разных видов – манную крупу, пшено, перловку, горох, гречку. Крупоцех заказали в Челябинске. В середине июня специалисты завода поставят оборудование и научат на нем работать. Усердию хлеборобов, их очередному шагу к достижению главной цели – производству готовой продукции – искренне рад и глава Тувы. Я думаю, уже надо готовиться, и наши торговые сети тоже готовились, чтобы не было никаких ограничений, чтобы они, так сказать, по первому зову, как говорится, выкладывали на прилавки нашу продукцию. Первая продукция сельхозкооператива «Оргадой» на прилавках магазинов появится уже в июле. Чтобы задача республиканского значения была успешно выполнена, на проведение весенне-полевых работ хозяйству выделено около 3 миллионов рублей. Мадыр Сандан, Буян Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24. 20 мая 1943 года в нынешнем здании филармонии находился Дом культуры имени Сталина, где состоялись проводы на фронт добровольцев-танкистов. Национальный архив республики совместно с некоммерческой организацией хранителей историко-культурного наследия Тувы провели первую в истории региона историческую реконструкцию военных лет. Подробнее расскажет Инна Клоян. 80 лет назад в Кызыле состоялись проводы тувинских танкистов на фронт Великой Отечественной войны. В 1943 году от здания Дома культуры имени Сталина, ныне это Тувинская государственная филармония имени Халилова, 10 добровольцев отправились на фронт. Позже к ним присоединился 11-й. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В реконструкции того памятного исторического события участвовали артисты и работники театра, жители Кызыла и районов республики. Руководителем художественного воспроизведения проводов тувинских добровольцев на фронт стал режиссер Национального театра имени Виктора Кокола Сайдаш Мангуш. Когда они начали выходить, вот какая-то вот именно в этом месте, именно сегодня
именно в 10 часов утра провожали наших добровольцев. И, конечно, тот факт, что сегодня история повторяется, мы опять выступаем против фашистов, нацистов. И мы сегодня тоже отправляем наших ребят, бойцов, добровольцев и наших служащих. Это вот накладывает какую-то историческая параллель такая идет. И у людей мурашки не только у меня. Одну из ключевых ролей исполнил заслуженный артист Тувы Орлан Аюн. Ему досталась роль руководителя республики Салчака Тока. Как всегда, я читал, смотрел, читал о жизни Салчака Токи, о его биографии. Слышал разные мнения о нем, видел, как он говорит, слышал истории про него. Я думаю, что он был просто героем своего времени, у него не было другого выхода. Это происходило везде, по всему Советскому Союзу. Это было везде, во всех республиках тогдашних. Поэтому у него не было другого выхода. Проект инициирован автономной общественной организацией хранителей историко-культурного наследия, созданной на базе Национального театра Республики Тыва. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и посвящен 80-летнему юбилею исторически значимого для республики события. Мы выиграли грант в размере 695 тысяч рублей. И также, помимо данных средств, Министерство культуры, в том числе Национальный архив, вложили свой дополнительный вклад и организовали данное мероприятие для жителей и гостей города Кызыла. Среди жителей, которые пришли окунуться в историю, мы встретили нашу коллегу из телеканала Тува-24. Она является племянником одного из добровольцев-танкистов, которые отправились на фронт, старшего сержанта Бичола Байкара Маспыкол Оглу. Это мой дедушка. Он погиб в Ясо-Кишиневской операции в Румынии, заживо сгорел в танке. И сегодня мы рады, мы специально пришли, чтобы посмотреть эту реконструкцию. И огромное спасибо организаторам, что проводят такое замечательное мероприятие. И мы посмотрели, как это происходило в то время, как они отправлялись на фронт. Его родители не отпускали. Он был очень грамотным для своего времени, знал... по латыни писал, и у нас даже сохранилось письмо с фронта, где он по латыни написал, что он отважно воюет против германской, фашистской Германии. Это письмо сохранено в Национальном музее. Мы им гордимся. Цель данного проекта – воспроизведение духа времени, передача эмоций и чувств, с которыми тувинские добровольцы шли на фронт, а земляки провожали их на войну. Также была организована видеосъемка мероприятия, по итогам которой будет создан документальный фильм о первой в истории республики исторической реконструкции, который выйдет осенью этого года. Инна Клаян, Буян Мангуш, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Более 90 семей Хову-Аксы должны переселиться из ветхого жилья в новенькие дома до конца 2023 года. На каком этапе идет строительство, расскажет наш корреспондент. Когда вы приезжаете в Хову-Аксы, ваше внимание привлекает множество разрушенных домов. Но это не признак разрухи поселка, а картина его возрождения. Современные многоэтажные многоквартирные дома в центре Чедыхольского района теперь не редкость. Более 200 семей уже имеют свое новое жилье, и строительство продолжается. В этом году у нас по второму потоку 5 18-квартирных домов должны сдать. 2 дома у нас построены под 100%. Сейчас пока сдачи не ведется, потому что благоустройство домов на данный момент нету. Контракты сейчас вроде заключаются. Как заключат, благоустройство сделают, и дома тогда мы уже людям уже передадим. Остальные 3 дома еще находятся на стадии строительства. Один из них выполнен на 80%, второй на 60% и третий пока на 15%. Кроме того, строятся и 2 8-квартирных дома для сирот. Подрядчиками выступает сразу несколько строительных компаний. Подрядная организация у нас работает ООО «Сылдыс», ООО «Угулза», работает и НПК «Тим». Еще у нас
Сейчас Тувастрой работает. Да, вот 4 подрядные организации у нас работают на данный момент. Многие строители набраны из местных жителей. Работают с 8 утра до 9 вечера. Строительная компания «Сылдыс» сегодня начала возведение 5-го 18-квартирного дома. Мы начали работу в апреле и в октябре должны сдать 3-этажный дом. Всего у нас пока задействовано 8 человек из разных бригад. В настоящее время завершаем подвал. По плану, к завершению текущего года в эксплуатацию должны быть введены 5 домов. Всего же, по информации регионального Минстроя, в Туве из аварийных домов в 2023 году переселят более 150 человек. Для этого построят порядка 1400 квадратных метров жилья. Сайгын Бирбё, Шолбан Монгуш, Айдана Сенденма, Тува-24, Чедыхольский район. Май – это пора последних звонков не только в школах, но и в учреждениях высшего образования. 20 мая для 1080 выпускников Тувинского государственного университета прозвенел последний звонок. 83 выпускника вуза претендуют на получение диплома с отличием. Дали слово нашему корреспонденту. Торжественная часть началась с церемонии награждения нагрудными знаками победителей конкурса «Лица университета» в разных номинациях. Теплые слова благодарности в свой адрес сегодня услышали и кураторы групп, наставники, которые все эти годы были для студентов поддержкой и опорой. Дурнева Диана Николаевна, студента инженерно-технического факультета. Яркие шары, динамичная музыка и флешмоб. Атмосферу праздника тут продумали до мельчайших деталей. Необходимые знания, навыки, опыт, реализация в научной, общественной, творческой и спортивной деятельности – все это студенты получили благодаря преподавателям университета. Теперь лишь эти знания осталось применить в будущей работе. Мы очень уверены, рады, что создавая столько много социальных объектов, школ, домов культуры и всех других социальных объектов, мы знаем, что эти наши выпускники будут работать на наших учреждениях. И надеемся, что они не подведут. Все-таки уровень знаний у них очень высокий. Современные технологии пришли и в науку, поэтому наши выпускники молодцы. Несколько лет назад эти юноши и девушки робкими первокурсниками переступили порог Тувинского государственного университета, а сегодня покидают его квалифицированными специалистами. Одни из лучших выпускников инженерно-технического факультета поделились впечатлениями. За эти 5 лет я участвовал в многих конкурсах в общественной жизни университета. То есть сейчас я ухожу, и за спиной остается много всего, что я сделал, но в то же время то, что я не успел сделать. Надеюсь, что предшественники, которые будут после меня, они смогут сделать то, что не успел сделать я. За 4 года обучения в университете были и сложные, и такие радостные впечатления. Сегодня мы заканчиваем университет. Хотела бы поблагодарить всех своих преподавателей, которые вложили в нас силы, знания. После торжественной церемонии Владислав Хавалык встретился с отличившимися студентами и краснодипломниками. Выпускники рассказывали о своих проектах и планах на будущее. Нынче, как мне сказали, 64 выпускника претендуют на получение диплома с отличием. Вот, я им всем пожелаю, действительно они успешно сдали экзамены и получили. Ну, это я так понял, что где-то 15, где-то 20%, да, но это неплохой результат. Ну, надо стремиться еще выше, лучшему. Последний звонок в Тувинском государственном университете завершился массовой фотосессией выпускников в мантиях, во время которой они традиционно бросали вверх специальные шапочки – конфедератки, отмечая окончание университета. Инна Клаян, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. 20 мая в селе Чера-Бажи Дзунхемческого района прошли соревнования по баскетболу, настольному теннису и шахматам. Организаторами ежегодного кубка среди выпускников средней школы Чера-Бажи выступает Республиканский совет мужчин и жителей республики, окончившие эту школу в разные годы, продолжит наш корреспондент.
Погода в этот день выдалась хорошая. Традиционный кубок среди выпускников прошел на спортплощадке Чарабаженской средней школы. К очередным соревнованиям школа кардинально преобразилась и снаружи, и внутри. В прошлом году здесь провели комплексный капитальный ремонт. Поменяли или обновили практически все. В здании появилась горячая вода, установлена также система видеонаблюдения. Сделана работа по реставрации перекрытия полов, фасада, установки новых окон, входных и внутренних дверей. Заменили электропроводки, систему отопления и установили видеонаблюдение. За такое короткое время отреставрировали нашу школу. Школа наша очень красивая стала. Организаторами Кубка, который проводится с 2005 года, выступают Республиканский совет мужчин и выпускники разных лет. Все участники старше 50 лет. Это одно из условий соревнований. Ответственность за проведение очередного Кубка в этот раз возложили на выпускников 1991 года. Политики есть, учителя есть, там чабаны есть, да, сотрудники есть. Лично мне очень хорошие, позитивные события. Мы же вот все по разным уголкам Тувы живем, поэтому на этот день мы все здесь собираемся и вот играем. Очень хорошие события. В этом году на ежегодные соревнования из разных уголков республики приехало 5 команд. Среди них команда ветеранов МВД, сборная Чаданы, села Чарабажи и команда выпускников 91 года. На спортивных площадках они встречаются не в первый раз. Первую игру поиграли и выиграли команда Чарабажи. Очень рад, что мы выиграли такую сильнейшую команду Чарабажи. В прошлом году они первое место заняли. И хочется организаторам, выпускникам 91 года здоровья, удачи. А командам самое главное показать красивую игру и победить. Женские команды состязались в школьном спортзале. Страсти кипели и у теннисного стола. Тихо лишь в классе, отведенном для турнира по шахматам. Соревнования завершились в течение светового дня. Победителям, командам и отдельным участникам организаторы вручили дипломы и денежные призы от 1 до 8 тысяч рублей. В той или иной степени отмечены были почти все. Со словами благодарности за праздник души к землякам обратился почетный участник соревнований Хонкол Мангуш. Большинство спортсменов – это актив Республиканского совета мужчин. Поэтому были затронуты и проблемы: социальное сиротство, преступность среди несовершеннолетних, семейное неблагополучие. Если взять уровень этого года, первый квартал, да, и разводы составили 80%. Это вообще очень серьезные такой проценты. Мы об этом тоже здесь при присутствии много людей, значит, обсуждали. В семейных отношениях у нас есть серьезные проблемы. В январе, когда мы подводили итоги работы, об этом был очень серьезный разговор, и нам надо в течение года внести свой определенный вклад в решение этих серьезных проблем. Чарабаженцы тепло приняли и простились со своими земляками до следующего года. Очередной 19-й переходящий кубок проведут выпускники 1992 года. Мадыр Сандан, Шалбан Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24. Накануне во Дворце молодежи свои итоговые проекты презентовали обучающиеся школы креативных индустрий. В каких студиях и по каким направлениям обучаются подростки, чему они научились за год, узнала Айра Асад. Анимация и 3D-графика, интерактивные технологии, дизайн, звукорежиссура, электронная музыка, фото и видеопроизводство. Школа креативных индустрий – это уникальное место, где подросток полностью может реализовать свой творческий потенциал по разным направлениям. Напомним, что Школа креативных индустрий при поддержке Министерства культуры России открылась в прошлом году. Вот мы сейчас сегодня хотим все-таки увидеть небольшой, но результат наших детей, наших преподавателей. Конечно, в целом это федеральный проект. 54 миллиона выделено за счет федерального бюджета по линии Министерства культуры России. Звукорежиссура по-разному, да, анимация, там мультипликационные фильмы разные. По этим параметрам вот как раз мы, я думаю, подготовка наших кадров. Там и оператор, звукоператор, звукорежиссеры. В школе креативных индустрий занимаются ребята от 12 до 17 лет. Сегодня они презентуют свои итоговые проекты. За весь этот год мы побывали в школе разных профессий и обучились тому, чего раньше не знали. Например, правильной съемке, подбора цветов, записи музыки даже.
а также... Как правильно снимать, как подобрать правильно свет, тень, и как брать план, как правильно рисовать графический дизайн, там, превьюшки. На студии VR мы учились делать игры, экскурсии онлайн, и в студии анимации мы учились делать мультики. Мультики, получаются короткие, но в следующем году у нас будут очень большие. Мы показываем трейлер к фильму «Мафия». В следующем году, если можете прийти, посмотреть наш фильм. Школа развивает творческие способности. Обучение в школе креативных индустрий двухгодичное и бесплатное. Ребята в неделю занимаются 3 раза. В первый год каждый ученик имеет возможность попробовать себя во всех студиях, а в заключительной уже можно получить навыки и знания по конкретно выбранному направлению. За год учебы наши воспитанники школы креативных индустрий научились интересным вещам. Прямо вот детей уже не вытащишь со студии. И мы сегодня проводим презентацию по итогам года обучения, где каждая студия покажет свои проекты, как индивидуальные, так и групповые, так и межстудийные. Будут показаны фильмы, документальные фильмы, сама, собственно, презентация школы креативных индустрий, как мы работали в год. Дети сами снимали и сценарий, раскадровки, музыку сами писали. В общем, вся работа, которая будет сегодня представлена, это работа наших детей. По квоте, по правилам нашей школы, в этом году поступило 120 человек. И 120 мы взяли детей с резервом. В следующем году мы будем делать дополнительный набор, так как у нас обучение рассчитано на 2 года. Сегодняшняя программа дополнительного профессионального образования, которые дети получают в школе креативных индустрий, могут стать отправной точкой для выбора будущей профессии. Хочу стать музыкантом. С ним. Да. вместе. И вот эта школа нам в этом отлично помогает. У нас уже, получается, будет опыт выступлений. Я хочу стать оператором, либо режиссером, потому что я сначала не знала, кем мне учиться, но Ишки мне помогло выбрать, кем я буду в будущем. Кроме получения компетенций по современным технологиям, обучающиеся школы объединились в творческие группы. Обучение в школе креативных индустрий – это незабываемое путешествие в мир творчества, идеи и искусства. Айраса Буямагуша, Азамат Очур, телеканал Тува-24. В молодежном сквере Кызыла Республиканский центр по борьбе со СПИДом провел квест-игру для студентов высших и средних учебных заведений. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти об умерших от этого заболевания людях, которые отмечают каждое 3-е воскресенье мая. Для участия в квест-игре съехались студенты со всей республики. Чтобы дойти до финала, игроки должны были решить задачи и головоломки, которые повышают знания о ВИЧ и СПИДе. Также главной целью квеста является формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. Они будут проходить сложную квест-игру, в которой не просто какие-то игралки-бродилки. В процессе данной игры они будут узнавать информацию именно о ВИЧ-инфекции. И одна из этих станций – это сдать тест на ВИЧ. Все сегодня учащиеся и просто люди, которые присоединяются к нам, пройдут тест на ВИЧ. Студенты разделились на 12 команд, в каждой из которых не более 10 участников. Команда получает свой маршрутный лист, на котором обозначен путь следования. Студенты отвечают на вопросы, связанные с инфекцией. За каждый правильный ответ получают от 1 до 10 баллов. Очень увлекательные игры, очень интересные. Много узнали про это заболевание ВИЧ-СПИДа. Ну, пока эмоций мало, только начали, как бы 2-я станция. А так, интересная акция, типа, чтобы подростки и всякие люди знали, как обезопасить себя в этом страшном мире. Чтобы легче было понимать, не мудрено, не сложно, чтобы людям было интересно здесь участвовать каждый год. Ежегодная же акция, да? Вот я 1-й раз здесь, думаю, в следующем году тоже приду, поучаствую.
Сотрудники Республиканского центра по борьбе со СПИДом эту акцию провели совместно с Тувинским региональным отделением «Российский Красный Крест». На сегодняшний день в Туве зарегистрировано 363 случая ВИЧ-инфекции. Победителями игры стали студенты медколледжа. Они получили приз на сеанс в кинотеатр «Найрал». Всем участникам вручили благодарственные письма и сладкие призы. Инна Клоян, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. Недетская борьба и упорство. В столице продолжается региональный этап всероссийских спортивных игр школьников – президентские спортивные игры. В школе номер 18 победители зональных этапов состязались в волейболе. Какие команды приняли участие, расскажет моя коллега. 5 сильнейших команд победителей зональных этапов в течение 3 дней показывают свои силы и умения в баскетболе, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивном ориентировании, футболе и волейболе. В Кызыл прибыли команды из Кызылского, Барнухемчикского, Пейхемского, Зунхемчикского и Чедыхольского районов. Мы приехали из Чедыхола, нас в команде 6. Мы долго готовимся, мы настроены на победу, только на победу. Волейболом мы занимаемся 6 класса. Учитель наш Айзана Евгеньевна в США Тангула, а в школе Сайзана Григорьевна. У нас настрой очень крутой. Мы будем стараться для того, чтобы победить. В столичной школе номер 18 команды состязались в волейболе. У всех отличная подготовка и настрой, ведь на кону участие во всероссийском этапе, который пройдет в детском центре «Смена» в сентябре. Примечательно, что опыт участия в подобных мероприятиях у школьников из Тувы был и ранее. Вчера соревновались по легкой атлетике и проводились баскетбол. Победители представляют Республику Туву в городе Анапе в начале сентября. Наши дети систематически участвуют. В 2022 году дети заняли призовые места именно по следующим видам. Это шахматы, борьба самбо и мини-футбол. Высокие прыжки, сильные и точные удары и отменная игровая техника на поле команды Барнухемчикского и Цунхемчикского районов. Каждый игрок убежден, что волейбол – это командная игра, где у каждого есть своя зона и конкретная задача. Очень понравилось. Мы играли с Парумом. Мы выиграли 2-0 со счетом 8-25, 6-25. Мы занимаемся год. Мы играем в общем в школе. Мы очень сплоченная, дружная команда. Президентские спортивные игры проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Добавим, что в прошлом году играм наряду с президентскими состязаниями присвоен официальный статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации. Айра Сабуя Мангуш, Айдана Санденма, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Всего вам доброго. Берегите себя.